Ассаляму алейкум, добрый вечер. В конце каждого года принято подводить итоги. И наш заключительный эфир в этом году мы решили посвятить разговору с теми людьми, которые несут ответственность за развитие крымско-татарского народа. Каким конкретно результатом мы пришли в этом году, с какими проблемами нам предстоит еще бороться, и что нас, собственно, ждет в будущем, и насколько опасны внешние угрозы. На эти вопросы мы попробуем ответить с нашими гостями сегодня. Итак, Руслан Бальбек, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей. Искендер Белялов, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации Общества крымских татар «Инкишаф». Заур Смирнов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире просим вас принять участие в нашем онлайн-голосовании. Был ли 2016 год успешным для крымских татар? Да, либо нет, пожалуйста, голосуйте. У вас также есть возможность задать вопросы нашим экспертам, позвонив к нам в студию. Телефон нашего прямого эфира, нашей студии, +7 978 095 41 45. Уважаемые телезрители, у которых будет возможность дозвониться сегодня до нас, огромная просьба называть имя, фамилию, регион и четко, лаконично формулировать свой вопрос. Как обычно, перед нашей дискуссией давайте посмотрим сюжет нашей редакции. Уходящий 2016 год обозначился для крымских татар большими стройками. Так завершено возведение школы номер 44 города Симферополя, которую в народе прозвали школой 4 украинских президентов. Учебное заведение обладает развитой инфраструктурой и оборудовано самыми лучшими техническими средствами. Школа рассчитана на 1200 учащихся. Началась активная стадия строительства соборной мечети в городе Симферополе. На строительство духовного объекта предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. Все средства исключительно благотворительные. 10 декабря в Симферополе был дан официальный старт строительству Центра политэтнической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете. Центр будет вмещать в себя студенческие общежития, спортивные залы, мастерские народных промыслов, современную библиотеку, объекты культуры и досуга для молодежи. Построить центр планируется менее чем за 2,5 года. Финансирование работ будет проходить в рамках реализации федеральной целевой программы. Был сделан шаг вперед в решении жилищной проблемы. В 2016 году на приобретение жилья на вторичном рынке для граждан из числа народов, подвергшихся незаконной депортации из Крыма по национальному признаку, было предусмотрено выделение более 230 миллионов рублей. До конца 2016 года жильем обеспечены около 100 нуждающихся семей. В 2016 году также было выделено из бюджета Республики Крым 24 миллиона рублей для оказания единоразовой материальной помощи на завершение строительства жилого дома. Более того, 90-квартирный дом был сдан в Симферополе, 72-квартирный дом в Бахчисарае, ожидается сдача еще одного 90-квартирного дома. С 2005 года Крым был втянут в земельный конфликт, получивший название «Поляны протеста». В 2014 году, когда по распоряжению главы республики была создана и начала свою работу земельная комиссия, возглавляемая вице-премьером Русланом Бальбеком. В комиссию также вошли представители профильных ведомств, министерств, общественность и депутаты разных уровней. Так, в сентябре этого года 3390 граждан в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым получили долгожданные земельные участки в селе Мирное Симферопольского района. В 2016 году началось строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации 1944 года на станции Сирень. Стоимость проекта – 400 миллионов рублей. В сентябре 2016 года впервые в российском Крыму прошли выборы в Государственную Думу. Благодаря активной позиции, в том числе наших соотечественников, депутатом Нижней палаты парламента Российской Федерации стал Руслан Бальбек. Выборы продемонстрировали решительность крымских татар активно участвовать в государственной жизни страны. Да, у нас еще очень много проблем и острых, и хронических, но совершенно очевидно, есть и достижения, которые, несомненно, нужно развивать.
Руслан Исмаилович, завершается еще один год, еще одна страница в нашей жизни. Как вы можете охарактеризовать общие итоги этого года для Крыма, для крымских татар и в целом для страны? Уходящий год был омрачен страшной трагедией. 92 человека, это наши граждане, погибли в страшной трагедии, поэтому я хотел бы попросить почтить память минутой молчания. Спасибо. Безусловно, уходящий год был и годом побед всех крымчан, в целом всего нашего государства. Мы пережили достойно все виды блокад, включая энергоблокаду, которая действительно грозила страшными последствиями. Мы сумели обеспечить наш полуостров. Вы знаете, что недавно, благодаря поддержке президента, в Крым пошел газ с материка. То есть вот с советского периода не было таких амбициозных планов, и мы на один шаг от стопроцентной газификации нашего благословенного полуострова. Это состоялось тоже вот в нашу бытность, в трехлетнем нашем состоянии, уже в новой ипостаси после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Я могу сказать определенно одно, что все крымчане от этого только выиграли и могут не беспокоиться о том, что у кого-то не будет тепла и газа в доме, либо погаснет лампочка, то есть не будет электроснабжения. То есть мы сегодня с вами полностью энергонезависимы от Украины, вот, поэтому это то, что действительно является нашим общим достоянием. И хотелось бы также, вот, в части в сюжете были отображены ряд политических маркеров, которые являются таким вот молчаливым ответом на все провокации извне о том, что крымские татары, как и все крымчане, идут вперед, развиваются, приобретают новые горизонты, то есть новые достижения. Безусловным таким важным событием стало начало строительства соборной мечети. Я вот сегодня буквально с утра был с очередной поездкой комиссионно, и могу сказать, что темпы строительства подтверждают, что мы идем полностью в соответствии с планом производственных работ, качество работ полностью соответствует строительным нормам, приблизительно один этаж в месяц, и уже даже скептики соглашаются, что соборные мечети, о которой мечтали все мусульмане полуострова, быть. Это то, о чем наш муфти, духовный лидер мусульман Крыма, долгие 10 лет добивался в украинский период и получал постоянные отказы. Безусловно, это школа 4 президентов, это долгострой, который с 1993 года говорил о том, что строительство никогда не завершится. И только в рамках реализации указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов сегодня мы имеем самую лучшую школу на полуострове. Об этом сегодня сказал глава республики, глава парламента республики. И действительно, это важные достижения, с которыми мы с вами заканчиваем уходящий год. Заур Русланович, российский газ в Крым пришел, мы стали частью этой системы общероссийской. Когда газ придет в каждую крымскую семью? Ну, мы знаем, что программа газификации она рассчитана на всю республику и планомерно выполняется по тем сегодняшним темпам, по тем нормам, которые сегодня мы видим по республике. Расчет в целом до 2018 года. И я надеюсь, что данные властью обещания будут выполнены. Сегодня действительно магистрали ведутся, не только газовые магистрали и дорожные магистрали, то есть все, что обеспечивает инфраструктуру Республики Крым. И, безусловно, важным, самым знаковым таким событием это был энергетический мост, который также скептически оценивали многие наши оппоненты, но он однозначно появился. Я думаю, что также точно будет газифицирован Крым. И то, что буквально несколько дней назад президент подключил
нашу газовую систему к общероссийской вместе с главой республики, говорит о том, что в данном случае обещания четко выполняются, и, конечно, мы смотрим с оптимизмом в будущее. Совсем недавно у вас была итоговая конференция. Тем не менее, не могли бы вы для наших телезрителей охарактеризовать общие итоги деятельности комитета? Ну, я бы начал несколько слов именно с 2014 года, когда мы начинали работать. Ни для кого не секрет, что в тяжелейших условиях эта работа начиналась. Несмотря на то, что у нас были в наличии на тот момент уже максимальные финансовые ресурсы, административные, поддержка главы республики, конечно, мы имели очень сильный тогда прессинг извне, в том числе и здесь внутри, от тех политэмигрантов, которые сегодня находятся за пределами уже республики. И мы знаем, что крымские татары настраивались искусственно против власти, в том числе против нас, против наших действий. И вот уже оглядываясь назад, я хочу сказать, что тогда нам было сложно давать обещания, но мы были уверены, что мы их выполним. И этот год показал, что 2016 год оказался именно таким периодом уже конкретных дел. И сегодня, конечно, нам не стыдно смотреть народу в глаза, в целом крымчанам, крымским татарам. Колоссальная работа проведена не только Государственным комитетом по делам национальности, конечно, это целая команда, это и Государственный совет, это наши коллеги по другим министерствам и ведомствам, это общественные организации. И то, что сегодня мы увидели с вами в сюжете, конечно, говорит о том, что данные нами обещания выполняются не только относительно школы. Я хочу сказать, что вот за 2,5 года порядка 400 семей из числа реабилитированных народов обеспечены за это время собственным жильем. Такого никогда не было, за такой короткий период такие цифры Крым никогда не видел. И, конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. В следующем году у нас также запланированы социальные проекты и по выкупу жилья, и по строительству. Кстати говоря, то, что мы говорим и о строительстве соборной мечети, и вот о предоставлении этих 400 семьям жилья, и проведение инженерных коммуникаций. Начали строительство мемориального комплекса на станции Сюрень. Это все работы, которые еще выполнялись не в рамках федеральной целевой программы. Вот те средства, о которых говорил президент в своем недавнем выступлении, более 10 миллиардов рублей, которые мы уже вот с этого года начали осваивать, они только попадают сейчас в республику, и уже первые объекты в этом году, вот буквально в наши дни, приступили по ним к строительству. В частности, сегодня открывалась не только школа, кстати говоря, но не обращали на это внимания, поскольку рядом начали строить и детский сад. И, конечно, на фоне такого события, как открытие школы, которую я, кстати, предлагаю уже не называть «Школа 4 президентов», пусть останется это в прошлом. Сегодня вот и глава республики поддержал предложение общественности, чтобы школа носила имя Героя России, нашей легендарной разведчицы крымской татарки, крымчанки Алими Абдинановой. Поэтому вот я предлагаю как бы вот потихонечку привыкать к этому и смотреть уже в будущее. И это не только детский сад сегодня на Фонтанах. Вот буквально завтра в Евпатории и школа закладывается, ФАПы, детские сады. Вот в целом по республике до 31 числа, то есть вот в эти дни, 10 объектов, это касающиеся направления межнациональных отношений в федеральной целевой программе. И уже, естественно, в будущем году, в 2017, в целом, эта цифра будет достигать 38 объектов, включая инженерные сети, коммуникации и дороги. Искандер Ага, наши общественные организации очень активно работали в 2016 году. Какие задачи конкретно ставила перед собой Инкишаф? Что удалось реализовать? С какими ключевыми проблемами вы столкнулись в текущем году? Ну, если брать такие основные задачи, конечно, наша организация очень работала над теми законами. И вот тот закон о упрощенном гражданстве, который уже прошел в 2 чтениях, это справки о реабилитации, это что касается топонимики. Лично мною было написано несколько обращений к президенту Российской Федерации именно по этим темам. И очень серьезная работа была у нас с Русланом Исмаиловичем именно в плане справок о реабилитации. И вот им был внесен проект закона. Эта работа, это наша общая работа. Но если еще в плане
общественная организация «Инкишаф» очень делала много в этом году именно в плане благотворительности. У нас, я не хочу повторяться, но мы занимались именно детьми, больными детьми, именно людьми, которые нуждаются в помощи. Это тоже общественная организация очень сделала большую работу. Но я хотел бы все-таки остановиться на том, раз я задел вопрос именно о упрощенном гражданстве, о справках реабилитации. Вот все-таки я и мои будем те соплеменники, вместе с кем мы работаем, все-таки мы хотели бы обратиться еще раз к президенту, чтобы на нас, на крымских татар, распространялся закон о помощи соотечественников за рубежом. Этот закон был принят в 2006 году, и он в России работает. Я думаю, все-таки мы это сделаем и обратимся. Меня беспокоит то, что еще вот именно в плане упрощенного гражданства, я могу пример такой привести, это в Сакском регионе, два мальчика, два родных брата заканчивают вот в 2017 году училище, учатся на отлично, но они не смогут получить дипломы. Вот то, что я хотел бы еще раз поблагодарить, это Олег Евгеньевич Белавинцев, когда здесь был главу республики, Константинова. Хотел бы поблагодарить за то, что именно в ручном режиме удерживаются эти проблемы. Я много раз говорил, вот моя мама, 89 лет, ей будет исполнено 4 числа, до сих пор не имеет справки о реабилитации, хотя мы документы сдали 2 года тому назад. Я думаю, вот эти проблемы, они, конечно, если в ближайшем будущем мы решим эти проблемы, я думаю, наши старики, наш народ вздохнет более легко. И хотел бы еще сказать именно о топонимике. Вот Руслан Исмаилович очень огромную работу проделал в этом плане, именно в плане топонимики. И мы хотим Сакский регион сделать как пилотный проект, но есть какие-то еще проблемы. Я думаю, мы должны сесть все вместе с депутатским корпусом Госсовета, обговаривать эти вопросы, найти понимание, и мы должны эту все-таки работу продолжить, и мы должны эту работу сделать. Я думаю, вот эти такие важные вопросы, они все-таки стоят перед нашим народом, но я уверен в том, что мы это преодолеем, и вот именно 2017 год, он будет такой знаковый в этом плане, именно знаковый в плане выполнения указа президента о реабилитации депортированных народов. У нас, да, много проблем, но я думаю, что мы их выполним. Если видеть то, что сегодня, я вот был на открытии школы, я получил очень огромное удовольствие и радость в душе. Даже я приехал домой, меня мама смотрела по телевизору открытие школы, она сказала: вы молодцы, сделали огромное дело, сделали огромный такой шаг. Завтра я приглашен на закладку камня, это в городе Евпатории, там будет закладываться школа в компактном поселении, это Исмаил Бей, и детский сад. У нас буквально приезжало, значит, строители, уже готовят площадку, это компактное проживание в Сакском городе Саке, Амедхан Султан, тоже садик на 150 мест. Я думаю, через 2 года и крымчане, и крымские татары, и депортированные граждане вздохнут и увидят полностью ту работу, которую делает государство именно по федеральной программе. Сагулмыс Искендер ага, и у нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Назовите, пожалуйста, имя, фамилию, регион и четко сформулируйте ваш вопрос. Алло. Цитаров Имам Мустафа, Первомайский район, село Островское. Задавайте ваш вопрос. Я был у Смирнова Заура на приеме, и у заместителя Балбек Руслан Исмаилович, да. Руслана Исмаиловича. Да, я писал, что я уже 25 лет без крова живу там, где работаю. Если мне даже не положено,
Пусть хоть дадут Да, 2 мы- сотки земли, чтобы крыша... Да, поставить Сагулмский была у Малага. меня. Сагулмский Малага, мы вас услышали, пожалуйста. Понятен вопрос. Вот каждый раз, когда мы где-то даем ключи от квартир, открываем новый дом, либо вот сейчас по республике в сельских районах осуществляется программа выкупа жилья, всегда подчеркиваем, что, конечно же, к сожалению, к великому, вот такое наследство такое осталось, большие очередя в каждом муниципальном образовании на жилье. И здесь наши соотечественники должны понимать, что мы не можем сегодня в течение года решить сразу проблемы всех. И для этого существуют у нас сегодня программы. Вот, в текущем году мы порядка на 120 квартир выделили бюджетных средств в муниципальное образование. Эти квартиры приобретены. Сейчас постепенно они выделяются очередникам. В городе Симферополе 90-квартирный дом раздали, в Бахчисарае 72-квартирный дом. И нужно понимать, что вот те проекты, которые сегодня мы закладываем на будущее, они как раз коснутся тех людей, кто еще эти квартиры не получил. Поэтому, конечно, большая просьба отнестись к этому с пониманием. Нужно обязательно уделить внимание своей очередности на месте проживания. Нужно прийти в отдел межнациональных отношений, проверить наличие всех необходимых документов, проверить сегодня по всем позициям свой номер. Если есть какие-то нарушения, если с чем-то не согласны, пожалуйста, обращайтесь, будем проверять, будем выезжать комиссионно и так далее. Более того, хочу сказать, вот вчера Государственным советом принята поправка в закон, которая позволяет находиться на квартирном учете и получать жилье тем людям, кто ранее получил земельные участки. Это очень серьезная норма, она очень встревожила буквально вот после вступления в силу нашего республиканского закона многих очередников. И поэтому сегодня в том числе вот забота об этих людях путем принятия закона со стороны власти, и мы, конечно, в дальнейшем заверяем вас, что будем как минимум до 2020 года заниматься предоставлением жилья. Руслан Смайлович, в этом году действительно произошло событие историческое. После референдума мы в первый раз выбирали депутатов в Государственную Думу. И опять-таки мы помним эти угрозы, эти призывы саботировать выборы в Государственную Думу. Но тем не менее люди проявили эту активность. Как вы думаете, с чем это связано? Это во-первых. И во-вторых, какие вы ключевые задачи, цели ставите перед собой в качестве депутата? Я понимаю, что времени очень мало прошло, но тем не менее, может быть, и результаты какие-то уже есть. Во-первых, у нас появилась возможность представлять интересы Крыма, интересы крымчан, реабилитированных в высшем законодательном органе страны. Действительно, ею необходимо воспользоваться. После того, как Крым вернулся в Россию, и депутаты Государственной Думы после 110-летнего перерыва вернулись в парламент Российской Федерации. После Абдурашита Медеева. И Абдурашид Медеев, и многие другие уважаемые и выдающиеся крымские татары, это были действительно люди, имя которых звучало далеко за пределами нашего благословенного полуострова. Допустим, телеканал «Милет», вы знаете, что Гаспринский учредил газету в Государственной Думе «Милет» с одноименным названием, которая охватывала не только крымских татар, не только тюркские народы России, но и всех мусульман. Она была читабельной, она была востребованной. И много других выдающихся личностей из числа крымских татар оставили такой глубокий след в российском парламентаризме. Что хотелось сказать, что крымские татары, наверное, после 25 лет обмана разучились доверять не только власти, будь какой-либо, но и друг другу. Невозможно обманывать каждый раз и ждать какой-то в ответ взаимности. Даже когда был развязан вопрос по полянам протеста и были выдачи первых решений, выписок из реестра, надо было видеть выражение наших соотечественников, их глаза, их чувства, которые они принесли сквозь это года, это многочисленные поборы, это несправедливость, когда кого-то вычеркивали со списков, и привязка к конкретному земельному участку была наличие записи в блокноте у руководителей так называемых полян протеста. И я тогда сказал, что это первый шаг, когда мы, такой может быть маленький, возвращаем доверие к друг другу.
Вот, и вот этот вот показатель участия в выборах, наверное, это то, когда можно сказать, что слова не расходятся с поступками. Когда, несмотря на оголтелую пропаганду из-за перекопа, инсинуации, оскорбления наших уважаемых авторитетных людей, это и муфтия Эмирали Эфенди, и нашего ректора Февзи Якубовича, люди видят и оценивают, как строятся дороги, дома, как решаются вопросы реабилитированных и в целом крымчан. Вот. И действительно, крымские татары пошли на выборы. Мы знаем также, еще можно поздравить телеканал «Милет», заняли призовое место, одно из первых, да, то есть мы знаем, что первого не было, и разделили второе место с одним из региональных каналов Российской Федерации. Но был очень большой конкурс за проведение и освещение выборного процесса, за организационные аспекты. Действительно, впервые за всю историю пришел на голосование наш духовный лидер, муфтий мусульман Крыма и многие другие знаковые личности, уважаемые, авторитетные среди крымских татар. Поэтому уверен, что мы на правильном пути, и вот шаг за шагом наша цель сегодня вернуть доверие и к органам власти крымских татар, и друг другу. У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Алло. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, какой регион вы представляете? Салям алейкум, Алейкум это салям. Мамут Али. Вы откуда? И Грисович, это из Белогорского района, село Новокляново. Задавайте ваш вопрос. Просто вот есть вопрос к Зауру Руслановичу. Пожалуйста. Чтобы он как-то присмотрелся, может. Ну, просто заявление, ну, как попросили людей, как это называется, заявление сделали в 2014 году, чтобы справку получить. Справку о реабилитации, я правильно понимаю? Справку о реабилитации. И до сих пор она почему-то не готова. Да, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Это проблема такая глобальная, насколько... Глобальная проблема. Но сегодня наши коллеги по отделу межнациональных отношений нашли такой выход, пока вот промежуточный, пока мы ждем сейчас поправки в закон. Это направление, так скажем, частных обращений вот, в места запроса, то есть в Узбекистан. И на эти запросы, как правило, приходят ответы как минимум через месяц. Поэтому я рекомендую в данной ситуации, вы обратитесь в Белогорскую районную администрацию, в отдел межнациональных отношений, вам помогут подготовить соответствующий запрос, сами отправят. И я думаю, что если нет никаких обременений, связанных там, может быть, с ошибками в метрических данных, с ошибками в паспортных и так далее, то ответы приходят. Вот за этот короткий период у нас где-то на 20% увеличилась динамика получения этих ответов с того момента, когда мы начали вот давать такие именно частные запросы. Поскольку я уже не раз разъяснял, официальные наши послания в Республику Узбекистан, естественно, не получают должного рассмотрения и ответов из-за статуса Крыма как российского. Сегодня в Республике Узбекистан еще нет окончательной позиции по данному вопросу, поэтому мы и ждем вот годами эти ответы. Поэтому я еще раз вам рекомендую, во-первых, обратиться в отдел межнациональных отношений по месту жительства. И в целом я хочу сказать, что для нас это проблема номер один действительно. И как сейчас говорили мои коллеги, выдача справок о реабилитации – это самый больной сегодня вопрос для республики вот в части политической реабилитации после того, как наш президент подписал указ соответствующий. Поэтому мы все этим занимаемся. И я обещаю, я думаю, все здесь коллеги присоединятся, мы делаем все, чтобы этот вопрос решился. Нам помогает очень сильно глава республики, поэтому мы пройдем сейчас определенные этапы юридических согласований, и я уверен, что в ближайшее время будет соответствующая поправка принята, и мы этот вопрос озвучим обязательно перед всеми. А существует статистика, сколько людей, кому положено, получили, а кто еще? Я хочу сказать, да, порядка 50 тысяч наших соотечественников должны были получить соответствующие справки. Сегодня это порядка 20 тысяч, их уже получили. Поэтому, в принципе, процесс идет больше, чем было, скажем, на год назад, но эта цифра явно недостаточная, конечно, и люди не могут годами этого ждать. Да, мы сейчас уходим на короткую рекламу, скоро вернемся.
Руслан Смайлович, пожалуйста. Ну, хочу сказать, что проблема с задержкой получения справок о реабилитации находится не на региональном, не на федеральном уровне. Норма, которая отсылает нас в страны Узбекистана, Таджикистана, Казахстана для подтверждения проживания в спецпереселениях, она, к сожалению, и является препятствием для получения своевременно справок о реабилитации. Мы прошли все уровни, и последняя инстанция была это комиссия при президенте, в которую я вхожу по восстановлению прав реабилитированных. И там действительно было в рамках комиссии предложено ряд решений. Оно вылилось в рекомендации, которые уже сформулированы были юридическим управлением Совета министров Республики Крым, главой республики, и на встрече с президентом было предложено это решение, оно было поддержано и было рекомендовано выйти с законодательной инициативы в парламент страны. После уже избрания в Государственную Думу я зарегистрировал законопроект, который как раз-таки нивелирует эту норму и дает возможность использовать иные документы для получения справок о реабилитации, не дожидаясь ответа. По состоянию на сегодняшний день уверен, что в весеннюю сессию мы примем этот закон, и проблема как таковой не будет. Также хотелось бы сказать, это вот тот аспект, который тоже волнует наших соотечественников, касается большого количества людей, и не только тех, кто оказался в правовом чистилище, то есть это 4,5–5 тысяч наших соотечественников, которые сегодня имеют статус фактически лиц без гражданства. Были разработаны ФМС, это законопроект изменения в федеральный закон о правовом статусе иностранных граждан. В 2015 году правительство выступило с законодательной инициативой, был законопроект принят концептуально. Вот, и также уверен, что мы постараемся в весеннюю сессию тоже принять этот закон и урегулировать в части получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации для наших соотечественников и в целом реабилитированных. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Алло. Да. Назовите, пожалуйста. Аликом Меня Селям. зовут Фикрет Аметов. Да, какой регион вы Я из представляете? Джанкоя. Ваш вопрос. Руслан Исмаилович, я хотел бы вам выразить благодарность. Спасибо вам большое за вашу проведенную работу. Крым действительно стал ярче, процветает. Но строятся школы, Джамилер, Салом. Вопрос можно задать? Да, пожалуйста, задавайте. Руслан Исмаилович, какие проблемы, в первую очередь, вы будете поднимать в Госдуме? И какая перспектива в нем крымских татар? Во-первых, спасибо, конечно, за ваши отзывы. Могу сказать, что это командная работа. Невозможно сегодня быть эффективным, результативным в одиночку. Можно констатировать, как время одиночек закончено. То есть это результат командной работы, без поддержки главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, Владимира Андреевича Константинова, главы парламента Крыма, Олега Евгеньевича Белавинцева, не было бы всех этих достижений. То есть вот это результат нашей общей работы. Значит, в рамках парламента, высшего законодательного органа страны, очень много работы, потому что присутствует ряд правовых пробелов, которые требуют урегулирования федеральных законов и наполнения содержания указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Это и рассмотрение, расширение круга лиц, подлежащих реабилитации, это пересмотр компенсаций, которые, исходя из историко-политических условий принятия закона в 1991 году, на тот момент, если помните, сумма в 10 тысяч рублей за утрату имущества давала возможность приобрести, если не равноценное жилье, но жилье, которое бы позволило бы решить жилищную проблему. Поэтому считаю, уверенно на этом буду настаивать, что компенсации должны быть пересмотрены, должны быть адекватные. Одним из субъектов Российской Федерации был вынесен законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Там не были определены источники финансирования, и сумма
от 10 тысяч предлагалось увеличить на 38 тысяч. Конечно же, я этот законопроект, за этот законопроект не голосовал, как и вся наша фракция. Убежден, что суммы должны быть адекватные и достойные. Перспектив у крымских татар сегодня гораздо больше. Я бы сказал, можно констатировать, что крымские татары освободились или находятся на пути освобождения от позорного вот этого ярлыка инструмента в чужих руках, когда мы обслуживали интересы внешнеполитической повестки заокеанских кураторов вот той политической надстройки, которая имела монополию на крымских татар. Вот сегодня у нас уникальная возможность сегодня говорить, исходя из интересов самого народа. Поэтому уверен, если мы сохраним командный дух, умение находиться в коллективе и работать на одну цель, не отталкиваясь от крымских, общероссийских вопросов и целей, то мы всегда будем успешны. Возвращаясь все-таки к справкам о реабилитации. Наши соотечественники, которые уже получили справку, они интересуются, будут ли выдаваться какие-то удостоверения, либо какой-то иной документ, помимо справки, который подтверждает реабилитацию? Начну с того, что закон, который сегодня регламентирует экономические льготы, это закон о социальной поддержке реабилитированных. И в самом начале, в 2014 году, мы получили результат, когда данная льготная категория была прописана среди прочих социальных категорий, что, естественно, нас не устраивало, потому что в абсолютном большинстве субъектов Российской Федерации это отдельный закон, на этом мы все настаивали. Это закон, который регламентирует более сложные правоотношения, и не только экономические, но и юридические. И несмотря на позицию отдельных структур, ведомств, министерств, благодаря поддержке главы республики, если вы помните, мы приняли в первом чтении, то есть концептуально, а потом дорабатывали уже в процессе. Были разные позиции у Минфина Российской Федерации, у юридического управления администрации президента, также командно, при поддержке главы республики, мы сумели убедить в том, что нам нужен отдельный закон. Теперь, чтобы получить возможность нам наделить наших реабилитированных удостоверениями, необходимо, чтобы в этом законе о мерах социальной поддержки была норма, которая наделяет полномочиями Совет Министров для того, чтобы разработать форму удостоверения и порядок выдачи удостоверения. Несколько раз еще в бытность зампреда правительства мы готовили от имени главы республики несколько законопроектов. Комитет отвергал по разным причинам, то отсутствие согласования с Минфином Республики Крым. Последнее, я сегодня буквально перед передачей, потому что этот же вопрос мне задавали сегодня на встрече с избирателями, связывался с Эдип Саидовичем. Он сослался на отрицательное заключение юридического управления администрации президента. Но уверен, здесь мы доработаем сообща, потому что констатация факта того, что это регламентирует Совмин, то есть разрабатывает порядок и форму, мы знаем. Но для того, чтобы это осуществить, Госсовет, парламент Республики Крым должен наделить этим правом Совет министров Республики Крым. И у нас еще один телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию и регион, который вы представляете. Крымско-татарский темперамент. Сорвался у нас звонок, к сожалению. Заур Русланович, по поводу реабилитации, опять-таки, просто очень острый вопрос, очень много вопросов у наших соотечественников. Могут ли репрессированные встать на квартирный учет? Не только могут, а имеют на это право, согласно закону. На квартирный учет, на земельный учет по месту регистрации. Все граждане, которые сегодня имеют соответствующие справки, имеют полное право обратиться по месту жительства в отделы межнациональных отношений, которых сегодня функцией является ведение квартирного учета. И таким образом они получают полное право претендовать на жилье. И аналогично данная категория граждан обращается в соответствующие также отделы и имеет право встать на земельный учет.
Поэтому, конечно же, надо этим правом пользоваться, нужно идти, нужно становиться на учет и добиваться реализации своих прав. А мы уже, собственно, эти программы финансируем, реализуем, и тогда уже муниципальное образование получает уже непосредственный инструмент для того, чтобы наделить жильем, наделить землей и какими-то другими льготами, которые предусмотрены в данном случае законом. У нас телефонный звонок, еще один. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Вы немножко подальше от телевизора отойдите. Алло, да. Угу. Алло. Как вас зовут и какой регион? Евпаторий беспокоит, алло. Да, говорите. Алло. Говорите, пожалуйста, да. Алло, Евпатория. Я живу в общежитии, уже 94-го года в очереди стою. В Евпатории будет дом строить или нет депортированных вообще? Мы вас Мне поняли. уже 84 года. Я уже... Саголнес, мы вас поняли. Буквально завтра закладка дома многоквартирного, уже открыто финансирование, и поэтому нет никаких сомнений. Дай бог всем очередникам здоровья, нужно дождаться, как говорится, столько лет, десятки лет ждали, и сегодня уже полностью работы начаты, поэтому не только в Евпатории, но и в других городах Крыма такие дома будут строиться. Искандер Ага, в этом году произошла очень такая масштабная административная реформа. Был ликвидирован Крымский федеральный округ, теперь Крым является частью Южного федерального округа. В своих интервью вы часто говорили, что добились таких успехов, собственно, Крыму удалось решить очень многие острые вопросы благодаря поддержке, прежде всего, личной поддержке Олега Евгеньевича Белавинцева. Вы говорили о том, что всегда есть контакт, всегда он оказывает всякую посильную помощь. Сегодня, когда федеральный центр, он так далеко находится, и полпред не такой доступный, наверное, в плане контактов, усложнилась задача, решение задачи или все-таки? Я думаю, не усложнилось. Почему? У нас очень серьезный близкий контакт сейчас с главой республики. Мы все эти вопросы, если раньше могли напрямую, значит, решать с Олегом Евгеньевичем Белавинцевым, у нас каждую неделю были совещания, где участвовал именно Руслан Исмаилович, Заур, Ремзи Ильясов. То сейчас мы такие совещания проводим с главой республики и ставим перед главой республики вопросы, а он уже эти вопросы выводит, значит, туда, к Устинову. И я скажу, у нас все получается. А что касается связи с Олегом Евгеньевичем Белавинцевым, у нас до сегодняшнего дня есть, значит, связь с ним. И большое ему спасибо, что он нас не забывает, и мы его тоже не забываем. Я думаю, в этом плане нету проблем. Нету проблем. У нас чуть-чуть проблема в себе. Есть много недопонимания, есть чуть-чуть недоверия. Но я повторюсь, пройдет всего год-два, и все вопросы будут решаться. Но в плане, что вы задали, эти вопросы, у нас нету проблем. У нас нету проблем с главой республики, у нас нету проблем с Константиновым, главой Госсовета. Поэтому, я думаю... У нас еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут и какой регион вы представляете? Это Бахчисарайский район, село Проклана. Зовут вас? Я звоню по поводу газа. Вот у нас уже 10 лет в селе есть газ. Единственное село, единственную улицу оставили без газа. Уже 4-й месяц не завозят сжиженный газ. И как нам быть? Какая улица? Ну, оставьте, если свои данные сейчас вот у режиссера по телефону, мы после эфира обязательно вернемся к вопросу, свяжемся с вами и попытаемся помочь решить этот вопрос. Хорошо. Руслан Исмаилович, сегодня говорили уже о земельной проблеме, давайте так копнем немножко глубже. Благодаря каким механизмам удалось решить эту проблему, которая десятилетиями, годами копилась, и была такая болевая точка, да, очень видимая для крымских татар? Как удалось решить этот вопрос и существует ли угроза рецидива этой проблемы? Ну, начну с последнего вопроса. Уверен, что самозахваты как явление или поляны протеста ушли в историю. Там, где есть политическая составляющая, то есть есть волевое начало, всегда возникает коррупциогенная среда,
Мы об этом в начале передачи говорили. Действительно, что злоупотребляя доверием людей, их проблемой, их желанием получить каких-то там 6 соток для строительства жилья, появилось такое вот правовое болото, в которое засосало большое количество людей. На этом, естественно, строили политику, были и финансовые махинации. И речь идет о постоянных финансовых поборах, денежных поборах. Вот. И как только мы деполитизировали этот вопрос, убрали коммерческую составляющую, выстроили диалог напрямую с людьми, то есть неоднократно приходилось нам выезжать на поляны протеста, общаться с глазами, с глазу на глаз с людьми. Естественно, те, кто стоял во главе всех этих процессов, всячески препятствовали, потому что мое первое предложение было: обеспечьте прямой диалог с людьми. То есть давайте мы вот просто посмотрев друг другу в глаза, услышим это проблемы. Как только удалось устранить эту политическую надстройку, вот как только была сформирована электронная база учета данных, и люди не стали привязаны быть к лидерам полян протеста, находясь в этих записях, в блокнотах, в тетрадках, вот, и понимали, что у них есть гарантированное право. Мы сразу анонсировали, что любые денежные поборы вне закона. Никто не имеет права, обещая людям получить бесоплатно земельный участок, брать с людей хотя бы рубль. Считаю, что это большое преступление и перед законом, и перед человеческой совестью и моралью. Люди поверили, и вот низкий поклон еще раз хочу, пользуясь вот вашей площадкой, сказать вот тем людям, которые поверили. Вот, действительно было много разных вопросов, когда пытались давать оценку 66-му закону, что вот как вы урегулируете вот те обременения, которые связаны с пропиской, да, то есть когда, помните, люди были прописаны с разных уголков нашего полуострова. Вот, это и многие другие препятствия, которые, казалось, на первом этапе непреодолимыми, но мы вот командной работой, сообща и с Госсоветом, и с Советом Министров, с теми, кто поверил, с людьми, потому что все строилось на взаимном доверии. Нам удалось с точки зрения права урегулировать все эти сложные отношения. Это норма разового применения, и люди уже получают выписки из реестра, находится на пути приобретения правоустанавливающих документов. Мало того, что ряд массивов, там, где была уже готова градостроительная документация, мы сделали все, чтобы по тем полянам протеста, которые остались на месте, там, где нет обременений, связанных с правом третьих лиц, чтобы люди получили земельные участки именно там, где они стояли, и именно там, где у них были строения. Поэтому считаю, это важное историческое событие, когда мы получили, вот, может быть, небольшой такой вот шаг в нашу сторону, да, то есть вот иоту доверия со стороны участников полян протеста к органам власти намереваемся сохранить и приумножить, чтобы вот нашими поступками, нашими действиями никто не смог сказать, что вот те порочные отношения, когда спекулировали на чувствах людей, на их необустроенности, кто-то пытался зарабатывать либо коммерческие, либо политические дивиденды. Поэтому считаю, что Крым избавился от этой проблемы. Наша задача, чтобы все и так продолжалось в рамках закона, по справедливости, и каждый, кто нуждается, получил долгожданный земельный участок. Можно я прошу прощения, продолжить хочу земельный вопрос и обрадовать наших телезрителей, что весь 2017 год мы еще будем заниматься решением земельных вопросов именно в части реестра, формирование которого мы закончили месяц тому назад,
и уже согласно этого реестра мы продолжим выделение земельных участков. Поэтому я считаю, что это очень хорошая информация, она должна успокоить, и официально мы говорим, что весь последующий год мы также тесно, плотно в рамках земельной комиссии, в рамках работы с Министерством по земельным и имущественным отношениям, Комитета Государственного совета соответствующего будем эту работу продолжать. Руслан Смайлович, продолжая тему земельную, наши соотечественники достаточно в большом количестве проживают на южном берегу Крыма, в юго-западном Крыму, и там все-таки остаются еще такие черные дыры в плане правовом, да? Места компактного проживания крымских татар. Скажем, для Судака это очень актуальный вопрос. Как решить вот эту проблему? Вот это как раз-таки совпало с моим выездом в Судак. Могу сказать, что этот вопрос поднимали судакчане на встрече со мной. И я понял, что администрация города находит решение. Камнем преткновения являлся это статус данных территорий, как рекреация. Вот. Я думаю, что компромиссное решение в любом случае будет найдено. Администрация настроена на то, чтобы урегулировать этот вопрос так, чтобы все люди получили правоустанавливающие документы. Вот. Уверен, что 2017 год как раз-таки ознаменуется тем, что наконец-то вот тот район Алчак, Ачехлар войдут в правовое поле. Искандер Ага, крымские татары представлены во власти. Как вы оцениваете эффективность управления? И по каким критериям в свете вот последних кадровых событий, новостей сегодняшних, по каким критериям должны работать наши соотечественники во власти, каким стандартам они должны соответствовать? Вы знаете, время то, что ходил там кто-то с флагом, больше там как-то ратовал за революцию, это время прошло. Я думаю, сейчас пришло время такое, что надо во власть, чтобы люди шли по профессионализму, именно по качествам, по образованию. Вот если взять, мы, здесь не секрет, мы, кто здесь сидящие, предлагали во власть людей, и я думаю, из этих людей 95% все очень хорошо работают во власти и показывают хорошие результаты в своей работе. Если взять вот Сакский регион, например, где я проживаю, буквально сегодня уже назначили у нас нового замглаву, это молодого парня Рустема. И я думаю, это был выбор не одного сделал на меня, мы сделали такое предложение. Да, как президент говорит, нету квоты, но мы предлагаем, если власть соглашается, то этих людей берут на работу. Дело в чем, я хотел бы еще сказать именно вот о чем. Я хотел бы все-таки, власть тоже бы как бы отнеслась к нам. У меня в 2014 году я поднял вопрос на встрече с президентом, именно этот вопрос, о чем вы сказали. Он мне сказал, что Искандер, в России нету пятой графы. Оно так и есть. Да, если мы сейчас посмотрим, во власти у нас много уже ребят работает, но хотелось бы больше. Мы хотели бы видеть во власти зампрокурора Республики Крымского татарина. Мы хотели бы видеть замминистра, зам ФСБ. Замминистров у нас есть. Замминистра у нас нету, в МВД нету замминистра, я имею в виду в полиции. У нас замминистров есть, это в Совете министров. Я имею в виду в силовых структурах. Раньше у нас при Украине эти должности были. Да, в СБУ не было, но, будем говорить, в милиции, в прокуратуре были. Я думаю, все-таки у нас есть достойные кадры, которые могли бы занять, и нам бы легче было бы работать. Вы сами видите то, что происходит, вот именно силовые структуры. Очень много таких сейчас проблемных моментов, когда проводят какие-то они свои служебные мероприятия. Я думаю, если бы были там и наши сотрудники высшего ранга, как бы, было бы это бы проще и проводить для этих людей. Так что надо побольше доверять крымским татарам, больше брать именно во властные структуры наших ребят.
У нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, Да. салям алейкум. Алейкум селям. Как вас зовут и из какого вы региона? Меня зовут Эрвин, фамилия моя Муждабаев, я звоню вам с города Феодосии. И хотелось бы, конечно же, в первую очередь поблагодарить Руслана Бея за его работу, за его помощь крымским татарам. И, если возможно, Руслан Бей, вот такой вот вопрос к вам. Почему так мало крымских татар находится в органах исполнительной власти? Ну, это то, что мы сейчас обсуждаем. Ну, конечно же, количество не всегда подтверждает качество. Наверное, вот за 25 лет мы не пришли к тому, чтобы было создано кадровое обеспечение. Да? То есть мы часто говорили о кадровом резерве, о воспитании молодежи, о подготовке молодых специалистов и кадров. Но смотрите, вот ситуацию, когда наши ребята после вузов вынуждены были пробиваться самостоятельно, и процесс социализации находился вот, лицом к лицу со всеми препятствиями, со всеми трудностями. Надо понимать, что, ну, к сожалению, наши соотечественники также иногда проявляют там некомпетентность или противоречат деятельности это с законом, тогда выстраивается в одну линейку понимание того, что некомпетентность и нарушение закона не имеет национальности. Поэтому хотелось бы, чтобы в органах власти было больше крымских татар, но тех, которые не осрамили бы имя крымских татар, потому что репутация для любого человека должна быть превыше всего. Имя – это то, с чем человек рождается и должен достойно нести в процессе всей жизни. Поэтому вот я выступил с инициативой перед главой республики о создании кадрового резерва и уделить внимание в целом отдельно для работы с реабилитированными. Это будет школа молодого управленца. Вот. Считаю, что это вот первый шаг к тому, чтобы нам сформировать вот такую кадровую кузницу, которая бы позволила бы нашим самородкам, вот те, которые, может быть, не имеют влиятельной родни, которым где-то закрыты кабинеты или, скажем так, возможности как-то самореализоваться, хотелось бы создать официальную законную площадку, где бы наша молодежь сумела себя проявить, исходя из своих талантов, способностей, приобретенных знаний. Мы сегодня уже вот сообща всей командой обсуждаем вопрос о возможности получения квот в высших учебных заведениях страны. Это и московские, и питерские вузы. Сегодня уже реализуется программа в Казани, в Республике Татарстан. Вот. Эти проекты, уверен, дадут возможность нам получить новую формацию, новую плеяду управленцев, социологов, экономистов, юристов, у которых будет более широкое мировоззрение и будет способствовать самореализации. И наши ребята, наши соотечественники найдут достойное место в органах власти. А мы вот всей командой будем поддерживать, помогать. Основное условие – это наличие таланта, воли к победе и желание приобретать знания, то есть учиться и расти. У нас совсем короткая реклама, скоро вернемся. Руслан Исмаилович, с 2014 года мы привыкли от наших зарубежных иммигрантов слышать одно и то же. Привыкли слышать, что здесь в Крыму репрессии, что крымских татар угнетают, обижают и так далее, и так далее. Ну, буквально недавно, в конце этого года, в декабре, было два буквально вопиющих случая. Во-первых, это когда подожгли офис Ибраима Ширина, его отца Решат Ага. Я так понимаю, что это было мироустрашение, да, если даже вспомнить тот факт, что буквально 10 лет назад старшего брата Ибраима Норика Ширина жестоко убили. И еще один эпизод, он был связан с Гульвером Алтыном. Это человек, который возглавляет Крымский исторический музей. Он пересекал границу с территории Украины, его задержали аскеры, вооруженные люди.
и в ультимативном порядке, очень жестоко требовали, видимо, на фоне вот этих всех событий со скифским золотом, решили перевести все, значит, имущество крымских музеев за границу, на территорию Украины. Как расценивать вот эти два эпизода? Как вы считаете? Ну, по первому эпизоду, насколько я знаю, возбуждено уголовное дело. Отрабатывается в том числе и версия, связанная с активной общественно-политической деятельностью Ибраима Ширина. Вот. Но здесь необходимо дождаться выводов следствия. Думаю, правоохранительные органы разберутся и дадут ответ. Что касается последнего вопиющего случая, связанного с похищением Гулливера Алтына, с мерами физического воздействия, психологического, связанного и с унижением личности. Вот. Естественно, это тот случай, когда волк в овечьей шкуре, да, то есть показал свое истинное лицо. Это вот те борцы за свободу, которые на самом деле за вот этими вот масками проповедуют насилие, пренебрежение к национальным и вообще традиционным человеческим ценностям, вот, демонстрируют вот истинное отношение к крымским татарам. Вот, считаю, что нужно в любом случае дождаться Гулливера Алтына. Я знаю, по моей информации, он сейчас находится во Франции, но тем не менее, по словам его близких людей, он действительно понес тяжелую психологическую травму. Вот, и уверен, что данные личности, эти бандиты, которые оделись в национальные одежды, и тех руководителей, политические мигранты, которые за ними находятся, обязательно предстанут и ответят перед законом. А мы, как крымские татары, сегодня можем сказать, что вот за этот выпад агрессивный в сторону нашего соотечественника на территории сопредельного государства, теми, кто от имени всего народа заявляет на весь мир о репрессиях крымских татар, выдают себя за защитников прав крымских татар, понесут общественное порицание, не только с точки зрения закона. Уверен, что крымские татары заклеймят позором всех тех, которые сегодня под американские гранты танцуют пляски и участвуют в антироссийских акциях, понесут ответственность. Я уверен, что наши соотечественники, да и все крымчане, не дадут им прохода и дадут свою оценку и выразят свое отношение к этим негодяям. Потому что по-другому я их не могу назвать, потому что, находясь за пределами Крыма, отрабатывая гранты западные, потому что у них формула одна: чем нам здесь будет хуже, тем им там будет лучше. Потому что та проблема, насколько они ее придумают или раздуют, определяет размеры их гонораров. Их родственники в это время получают от российского Крыма все льготы, получают земельные участки и квартиры, развивают бизнес. Я могу сказать, что сегодня правоохранительные органы и специальные службы отслеживают всю эту активность. Вот, и не только с точки зрения закона, но и со стороны крымских татар и всех крымчан будет однозначный ответ на все эти вызовы. Что касается Ибраима, я думаю, что это вообще дело принципа, да, дать по рукам, наказать. К сожалению, по вот семье Ибраима Ширина, к сожалению, все версии отрабатывались, кроме политической. Вы помните, когда и Ющенко брал на контроль, но, к сожалению, руководство Меджлиса тогда почему-то не устраивало истерию, не брало на контроль. Сегодня на международных площадках не заявляет о том, что до сих пор преступления ни Юрия Бекировича Османова, ни Норика Ширина, ни Искандера Меметова не раскрыты. Поэтому считаю это проявлением двойных стандартов, политическим и национальным лицемерием, и уверен, что и история даст оценку, и право, законодательство Российской Федерации, международное право, и отношение крымских татар
к этим изгоям и отщепенцам. А что касается вот эпизода с поджогом офиса, вы у себя в Фейсбуке писали о том, что нужно внимательно отнестись к квалификации этого преступления, да, не просто хулиганство, да? Я в первый же день, как только узнал об этом инциденте, связался с министром МВД Сергеем Вадимовичем Абисовым, попросил взять на личный контроль. Как депутат Государственной Думы я также обращусь в правоохранительные органы и в надзорное ведомство, чтобы проверили версию, которую изложил у себя в социальной сети Ибраим Ширин, и буду держать этот вопрос на контроле. Искендер Ага, да, пожалуйста. На протяжении вот этих всех лет они пользовались пропагандой, да, активно использовали свои медиаресурсы. Но вот сейчас уже постепенно переходят вот к таким агрессивным выпадам. Как вы это характеризуете? Как с этим бороться? Вы знаете, делать пакости, делать интриги, это, ну, просто, чем сделать какое-то хорошее, доброе для своего народа. Я Гулливера Алтына знаю очень давно. Я думаю, за этот поступок они ответят. И ответят очень серьезно. Просто так это им с рук не сойдет. Это я даю слово, что так просто им это не будет. Что касается, я хотел бы вот задеть вот эти вот ролики, которые они делают про наших стариков. Это Февзи Якубов, это Сейтасан Асанов, Асанага наш Саков. Это достойные люди. Один из них сделал университет, он герой Украины. Сейтасан Ага в 70-х годах приехал и всю свою сознательную жизнь отдал за борьбу, восстановление прав нашего народа. А кто делает эти ролики? Это те люди, которые жили в России более 20 лет, когда мы были в Крыму. Они не думали от Крыма, зарабатывали капитал, приехал сюда, купили телерадиокомпанию за деньги, пытались построить обещаниями стадионы, там, еще что-то, но вышло то, что они работают не на народ, не на Россию, а именно работают на западные какие-то структуры. Ведь я вам один случай скажу, когда уже был такой момент закрытия АТР, я обратился к Шевкету Меметову, сказал, да, ну давайте, я готов с Шевкетом Меметовым, скажите Ленуру Ислямову, я готов с ним пойти последний раз к Сергею Валерьевичу и поговорить. Была возможность. Он эту возможность сделал все сам для того, чтобы АТР не остался в Крыму. Это бизнес-проект. Это бизнес-проект западных каких-то структур. Еще хотел бы сказать, я хотел свой адрес. Меня Рифат Чубаров в своем одном интервью там сказал, как Искендер Белялов будет смотреть в глаза соотечественников. В Фейсбуке это написано. Да. Я хочу ему сейчас ответить. Я присягу на верность Украины не принимал. Он прекрасно знал мое отношение к Украине, когда пришла Российская Федерация, мы с ним дискутировали, это свидетель Заур Смирнов, когда я свою позицию оставил и говорил, нам, крымским татарам, будет лучше в России. Я вам скажу, даже он очень сильно не возражал. Не возражал. Он был на таком каком-то... Когда ему задавали вопрос, это у меня есть 10 свидетелей, вы останетесь в Крыму или нет? На 4-й раз он сказал, нет, если я останусь, меня посадят. Я думаю, как он будет смотреть в глаза тем ребятам, которые сидят. Если он мужчина, он председатель Меджлиса, он должен приехать, сказать, вот он я должен нести ответственность. Но я думаю, это он не сделает, он трус. Я вот в телевидении говорю. Вот, извините, реплику. Да, подождите. Я хочу до конца высказать. И дело в том, что обвиняют. Я 5 человек взял под поручительство ребят по 26 числу. Буквально вчера я еще одно поручительство написал. Это врач Бахчисарая, я пишу его уже 2-й раз.
как он будет смотреть народу в глаза. Он недавно говорил, что он не уехал, его заставили. Да, можно сделать так, что тебя, ты будешь не нужен, но ты должен был все остаться с народом. Поэтому вот я ему хочу сказать, как он будет смотреть народу в глаза, как он будет смотреть родителям Ирвина Ибрагимова, который пропал. Они обвиняют, что мы ничего не делаем. У меня 21 обращение в разные силовые структуры, вплоть до президента по Ирвину. Они, это свидетели, его отец, я несколько раз был, и у родителей. Они там галдят, что мы не переживаем. Мы переживаем за всех ребят. Пусть он будет Хизбут Тахрир, кто сидят. Мы переживаем за их семьи. Да, но есть закон, есть суд. Я думаю, суд определит. Но я хотел бы, конечно, все-таки Крым вошел в состав России. Есть такая норма, это прощение. Я думаю, все-таки нашим ребятам, крымским татарам, которые сидят, надо принять эту норму в виде амнистии. Если человек не опасен для общества, не опасен для государства, я думаю, все-таки российское государство придет время и эту норму примет. Заур Русланович, пожалуйста. Ну, я могу лишь, конечно, с сожалением сказать, что, видимо, не до всех вот наших соотечественников, особенно те, которые сегодня в том числе работают на вот известном нам канале АТР, к сожалению, в большинстве своем молодые люди. Понятно, что ими управляют люди постарше, которых вы вот сейчас назвали политэмигранты, но как вот их родители воспитали, что они, например, в отношении такого уважаемого всеми нами человека Сейта Санага, которому очень много лет, показать вот такой сюжет и поставить какой-то ярлык, поставить такое клеймо. Никто из них на это, конечно, не имеет права. И я думаю, что их родителям должно быть стыдно, что у них такие дети, которых рука поднимается, вот так дискредитировать не Сейта Санага, а в его лице всех наших стариков, которые сегодня живут здесь, в Крыму, которые со своим народом переживают, которые переживают за своих детей. Но ведь действительно эти ролики показывают и за Искендер Ага. Я уже не говорю про себя. За Ремзи Ильясовича, члена нашей команды, который очень много делает. И если те господа, которые себя сегодня именуют панами, народными депутатами, я хочу даже их фамилии называть, одну школу не могли построить за 23 года, мечеть не могли построить, землю не могли выделить. Люди сегодня до сих пор скитаются, вот мы по звонкам видим, по 20 лет без жилья, без крова над головой. И эти сегодня патриоты оттуда учат нас жить, они не имеют на это никакого права. Они нашли любой способ покинуть Крым. И сегодня позорят крымских татар, ставят клеймо на весь народ. В 1944 году это клеймо уже однажды ставили, и президент своим указом снял это клеймо. А эти паны сегодня взяли на себя такую ответственность клеймить свой же собственный народ. Поэтому я уверен, конечно же, Аллах всем судья, мы будем работать, как мы сказали, у нас этот год, вот подводя итоги, год конкретных дел, мы показали своими делами, как мы относимся к народу, как мы относимся к своей родине, к самим себе. И мы, конечно же, в дальнейшем эту работу будем только продолжать и своими делами и поступками доказывать, кто есть кто. У нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да, назовите, как вас зовут и какой... Из какого вы региона? Я звоню от имени... Мы с Симферопольского района звоним. Звоню от имени мамы. Хочу поблагодарить Госкомнадзор в его лице Заура Руслановича Смирнова, всю его команду за человеческое отношение, понимание. Мамочка наша за 21 год получила квартиру, наконец-то. Очень благодарны Госкомнадзору и всей его команде. Такое понимание мы... очень благодарны. Хотелось бы, чтобы все структуры с таким пониманием к людям относились и работали. Очень-очень благодарны. Спасибо большое им всем. Да, спасибо вам. Спасибо. Я хочу сказать вот буквально, когда благодарим, спасибо за слова, это командная работа всех нас. Не только Госкомнадзор, это Государственный совет, правительство, каждый персонально. Поэтому, конечно, очень приятно слышать эти слова, но еще раз хочу сказать, это общая работа. И людей в том числе, которые нам доверили, которые столько лет ждут и которые сегодня такие оценки дают. Чох сагал нас. Я хотел, да, вот реплику все-таки высказаться, чтобы мы не уходили в детали. Все-таки в чем разница? Да? То есть, казалось бы, говорим
об одном и том же, да, то есть о благе крымско-татарского народа, но разными формами. По-разному наполняем это посылы, которые направлены к всеобщему счастью, да, и благу. Ведь надо понимать, что политэмигранты, беглецы, они сегодня, основной лейтмотив их действий – это то, о чем они, в принципе, постоянно говорят и не скрывают. Они борются за целостность Украины. Не за целостность крымских татар, не за какие-то, скажем так, ценности крымских татар. Они, одев футболки с гербом Украины на полуострове, на футболках, это на контуре полуострова Крым, це Украина. Это основная цель деятельности двух парламентариев Украины, которые эксплуатируют имя крымских татар. Теперь, исходя из тех, кто остался здесь, в Крыму, собственным народом. Конечно же, сегодня посыл дает и президент, и глава республики. Это то, чтобы крымские татары в первую очередь думали о себе через призму общественных интересов, да, как общекрымских и общероссийских, так и государственных. Это та формула, которая позволяет крымским татарам сегодня достигать такие результаты, двигаться вперед. И все, что было сегодня в рамках передачи перечислено как наши общие достижения, они несоизмеримы с тем, что было сделано за 25 лет. И причем не только узко в рамках реабилитации репрессированных народов, крымско-татарского народа, но и взять в целом, хотя бы такая статистика, мы за 2,5 года построили около 10 тысяч новых мест в детских садах. В украинский период было построено за 25 лет 266 новых мест. Есть налицо разница. За 2017 год будет построено еще 7,5 тысяч. То есть Крым преобразовывается. И начинается только реализация ФЦП, федеральной целевой программы. Через 2 года эти беглецы, они так и будут заниматься словесной трескотней, будут рассказывать никому не нужные и скучные речи о угнетенной нации. И думаю, громкость их заявлений будет уменьшаться по мере уменьшения гонораров. Собака лает, караван идет, мы на правильном пути, и своими поступками, я думаю, мы сумеем и обеспечить целостность крымско-татарского народа, восстановление прав и действительно выстраивание таких семейных отношений, как внутри крымского сообщества, так и российского в целом. Политические мигранты, о которых мы сейчас говорим, они в этом году, в 2016 году, значительно активизировали свою деятельность на международной арене, в частности, в очень авторитетных международных структурах. Помним все эти резолюции, принятые различными комитетами ООН. Как это характеризовать, как это может на нас отразиться и, собственно, как этому противостоять можем мы? Начну с того, как это на нас отразится. Это зря испорченная бумага, чернила. Более чем сотрясание воздуха этим назвать нельзя. Доверие, к сожалению, к международным институтам сегодня катастрофически падает. Вы слышали и заявления некоторых стран, которые ставят под сомнение уже легитимность данных структур. И считаю, что вопросы международного характера сегодня не следует рассматривать в плоскости международного права. Это сугубо политический аспект. И уверен, что будоражить мировое сообщество перестанет после проведения второй Ялтинской конференции, где будет обозначена четко новая система координат. Надо понимать, что новое мироустройство было построено после Второй мировой войны. Это и Бреттон-Вудское соглашение, и те институты, которые сегодня считаются площадками коллективного принятия решений, теми державами-победителями. И после того, как развалили Советский Союз, это было 2 центра, Москва и Вашингтон, Запад и Восток. Это
НАТО и Варшавский договор. И, естественно, после ликвидации Варшавского договора мир перестал быть двуполярным, произошел вот резкий перекос, и те волны госпереворотов, которые обличали в цветные революции, естественно, ничем иным, как захвата власти и национальных ресурсов стран, которые не могли противостоять данным политическим, экономическим экспансиям. И уверен, что лихорадка политическая на международном уровне закончится после того, когда все поймут, что с Россией нужно садиться, договариваться на равноправных условиях. И последние отголоски, когда наши вот эти вот беглецы, находясь на подтанцовке у уходящей администрации Обамы, сегодня отрабатывают последние гранты, после того, как в конце января, после инаугурации президента Трампа, уйдут в историю, их песни и пляски антироссийские никому не станут интересными. Уверен, что мы сумеем договориться, будет однозначно похожий формат, и мы придем к новому мироустройству, где вот эти политические интриганты международного уровня и те, кто использует чувства малых народов, будут невостребованы и идут в историю. Искандер Ага, считается, что Крым под санкциями, Крым в блокаде, но тем не менее в этом году Крым посетил очень много иностранных делегаций. Помним, что были и итальянцы, и немцы, турецкая делегация была. Какое это значение для нас имеет, как вы считаете? Нет, ну значение это в основном многие депутаты были, общественные организации, они, конечно, доводят. Если взять, у меня есть знакомые во Франции, живут в Германии, простые люди, они прекрасно понимают ситуацию. И многие солидарны и с Крымом, и с крымскими татарами, и с Россией. Но сегодня, знаете, я хочу что сказать, вот просто. Сегодня президент делал свое поздравление. Я точно слова не сказал, но он сказал так. Если кто-то оттуда хочет нам создать проблемы, у них этого не получится. Вот это я вам заверяю. Это он сказал стране. Я думаю, знаете, самое главное то, что мы здесь понимаем друг друга. Население Крыма, будь то крымские татары, евреи, русские, украинцы, уже никто не сможет поколебить. Крым показал в очередной раз свою сплоченность. И это те люди, которые приезжают за границу, они это видят. Они это видят. Это видят и в Турции, и в Германии приезжали люди, итальянцы приезжали. Я думаю, это еще больше будут приезжать, еще больше будут видеть. Я думаю, пройдет не очень много времени, все-таки мировое сообщество и мировые лидеры ведущих держав поймут. И все санкции это снимутся. Заур Русланович, в конце года принято не только итоги подводить, но и ставить какие-то цели и задачи на будущий год. Какие мы ставим для себя перспективы, намечаем на 2017 год? Ну, в первую очередь, конечно, реализация тех социальных проектов, которые уже заложены, основы которых сегодня уже твердо устоялись. Это, естественно, выкуп жилья, строительство жилья. Обязательно упор будет сделан на строительство социальных объектов, таких как школы, ФАПы и детские сады. Большая программа по строительству дорог в местах компактного проживания, строительство линейных площадочных сетей, это газификация, это водоснабжение, электроснабжение, это в части обустройства ранее репрессированных народов, уже реабилитированных народов. И, конечно же, это основной блок. С другой стороны, естественно, для нас очень важно сегодня сохранение межнационального, межконфессионального мира и согласия. Поэтому в этой части обязательно все, что нами заложено в качестве основы и в 2014, и в 2015, и в 2016 году, конечно, мы будем максимально широко раскрывать, будем действовать уже с учетом наработанного опыта. Мы знаем уже и те ошибки, которые могли быть нами совершены, безусловно, без них не бывает. Мы достаточно критически к себе относимся, к своей работе, и, безусловно, будем максимально повышать эффективность нашей деятельности, в том числе, хочу сказать, и в кадровом вопросе. Вы очень правильно заметили в начале программы, что от кадров очень многое зависит. Насколько сегодня будут в том числе и крымские татары представлены, я думаю, здесь основной должен быть посыл не в количественном,
в первую очередь в профессиональном отношении, для того, чтобы нам не было стыдно, для того, чтобы наши кадры могли нас представлять и чтобы народ ими гордился. Я хочу добавить к кадрам. Заурбек, у нас в Сакском регионе есть реестр кадров, и у нас есть достойные ребята, которые завтра могут занять достойные посты в правительстве и работать не хуже, чем другие. Вот это я знаю точно на 100%. Если нужны этот кадровый резерв, мы можем его предоставить. Искандер Ага системный человек. Если бы у нас во всех районах и городах было бы так, как вот в Саках, так вот бы достойно представлены были крымские татары по всей вертикали. Вот очень приятно слышать от представителей руководства города, района, это Исаки, Исакский район, когда там уже нету национальных преград, и русская община, и инкишаф сообща думают, как выстроить вот, политические площадки настолько эффективно, чтобы все сумели реализовать свои культурные потребности, имею в виду гуманитарный блок, это социально-экономические, политические, поэтому вот, ну, хороший пример для остальных районов и городов, где разные поколения перенимают опыт, есть преемственность, и Искандер Ага активно работает с молодежью, и это уникальный проект «Вместе», который мы тоже будем всячески поддерживать всей программой, где впервые предложен наднациональный проект, где крымчане, вот молодежь, вне зависимости национальности, идут вместе, обустраивают свой район, город. Это показательный пример, поэтому дай бог, чтобы данный проект, данная организация стала республиканской и действительно удивляла нас и поражала своим размахом. Спасибо большое. На протяжении всего нашего эфира шло онлайн-голосование. Был ли 2016 год успешным для крымских татар? Да, ответили 1148 человек, нет, 396 человек. Абсолютно очевидно, что крымские татары завершают 2016 год с реальным результатом. Мы движемся вперед, и очень хочется надеяться, что никто больше нас не будет использовать в качестве разменной монеты. А достижение будущих лет зависит прежде всего от активной гражданской позиции и созидательного труда каждого из нас. Счастливого Нового года и встретимся уже в январе.